Я считаю правильно говорить о войне не о ее последней операции июльской 93-го года, а немножко ретроспективно посмотреть. Если вспоминать предпосылки, которые привели к войне, к нашей, то 91 год, развал Советского Союза, лозунг «Грузия для грузин», повальная болезнь населения Грузии национализмом, когда правительство Грузии было смесь криминальных авторитетов и просто махровых националистов, война была неизбежна для нас, которая могла иметь самые-самые тяжелые последствия. Перед началом боевых действий у нас был собран полк внутренних войск. Это то подразделение, которое дало возможность отмобилизоваться вооруженным силам, создать Министерство обороны. В первые дни войны, с первых ее часов, костяком обороны являлись офицеры и личный состав полка внутренних войск. Ополченцы, вот я на Гумистинском фронте находился всю войну, ополченцы, Верхнее Шерское направление, Нижнее Шерское направление, костяком были те ребята, кто в свое время служил в полку внутренних войск, или, как у нас говорят, в гвардии Абхазии. Если говорить о последнем этапе войны, о освобождении города, о освобождении столицы нашей и Абхазии в целом, то мне довелось командовать батальоном. Я был оперативно, батальон мой оперативно был передан второй бригаде, и зона, на которой мы работали, это как раз север от столицы, горный массив север, такие деревни, как Акапа, Верхний Келасур. Незадолго до начала крупномасштабного наступления меня вызвали в Министерство обороны, поставили задачу, направили в распоряжение командира второй бригады. Непосредственно в штабе у командира второй бригады я получил боевое распоряжение, согласно которому ставилась задача дня, скажем так, и последующая. Нужно было освободить Линдау, Верхнюю Линдау, Акапу, в последующем выйти на рубеж Верхнего Келасури и спуститься к городу. Все было сделано в соответствии с приказом. К сожалению, были потери. Выйдя 27 числа в район Верхнего Келасури, спускаясь по дороге вниз, уже невозможно было их догнать, так они убегали. Последнее сопротивление было оказано в районе деревни Акапа. Дальше уже перемещались свободно, зашли в город, вот мой батальон зашел в город. Сегодня, когда прошел уже 31 год после окончания боевых действий, уже немножко другими глазами смотришь на происходящее. Да, наша война была отечественной войной, она коснулась практически в каждой семьи и каждого человека отдельно взятого. Делалось все, что можно, и более того, государство смогло в кратчайшие сроки отмобилизовать тот потенциал, тот ресурс, который был необходим для победы. Государство, которое еще в принципе не состоялось как государство, еще были не выстроены до конца все институты, не было ни Министерства обороны, ни толком силовых структур. Перед самой войной противостояние на национальной почве было даже вот в структурах МВД между представителями грузинской нации и всеми остальными. Не буду говорить абхазскими, я скажу и всеми остальными. Выходили, как вот сейчас помню,
на дорогу дежурить вот, Государственная автомобильная инспекция и ничего не делала. Это был знак протеста за смещение с должности Ламинадзе и назначение Владиславом Григорьевичем Анкваба Александра Золотинсковича. И на этом фоне начались боевые действия, как я уже говорил. Числа 29-го уже без каких-то команд, без распоряжения, задача нашего батальона была выполнена на 100%, которая стояла. И двигаться дальше перед нами такой задачи не было. Я просто с друзьями по собственной инициативе мы выдвинулись в направлении государственной границы. И 30 числа, когда был воздвигнут флаг, я был недалеко от госграницы в Гальском районе. Ну, описать те чувства, которые мы испытывали, это невозможно. На глазах появились слезы радости, счастья. И мысль, неужели все закончилось? Неужели мы вышли на границу и выполнили ту задачу, которая необходима, которая перед нами стояла? Неужели мы уже свободны, наша земля очищена? И, знаете, это очень трудно передать словами, то внутреннее состояние эмоциональное, которое испытывал каждый из нас. Хочу поздравить всех причастных ребят к этому. Нас с каждым годом становится меньше и меньше. Многие ушли из жизни уже, многие болеют. Те, кто есть, я прекрасно понимаю ваше состояние, ваше эмоциональное состояние, что мы встретимся вместе. Мы поднимем за победу, вспомним тот путь, который довелось пройти каждому из вас. Здоровья вам, счастья, радости, успехов, здоровья вашим близким, всего самого-самого лучшего.